Добрый день, дорогие наши радиослушатели, добрый день, дорогие наши читатели, добрый день, дорогие наши слушатели. Исток.Инфо с вами. И мы сегодня продолжаем наш рассказ о Новом Саде, город, расположенный на севере Сербии. И сегодня мы решили поговорить об очень интересном сербском литературном, научном, культурно-просветительском обществе. У него очень красивое название «Матица сербска». Матица сербская. Так, матица сербская – это сербская пчеломатка, если мы будем переводить по-русски. На самом деле это самое старое сербское литературно-научное и культурно-просветительское общество. Неформальная организация сначала была основана вообще 16 февраля 1826 года в Пеште, в венгерском Пеште. В 1837 году, я напомню, что все это была в то время Австро-Венгерская империя, и Сербия входила в число, в состав империи. Но дело в том, что часть Сербии, я прошу прощения, только часть Сербии, до вот как раз Белграда, и у Белграда есть пригород Земун, который как раз попадал туда, остальная часть была под Османской империей, и все это связано, все процессы были очень связаны. Первое сербское восстание, второе сербское восстание, национальное самосознание, национальная гордость, национальные ценности в этот момент начинают играть очень большое значение в жизни всей Сербии. Просыпается очень сильно, просыпается активно национальное самосознание, объединяется сербский народ на борьбу за свое освобождение от османского ига, да и, кстати, от австрийского уже скоро будет вестись в этом направлении борьба. И в этом процессе особое огромное значение имеет письменность, сербская литература, которая к этому моменту уже активно формируется, и вообще все литературное, научное, культурное, просветительская часть общества, вот эта вся часть общества, она остро нуждается в каком-то институте, в какой-то организации первой, которая будет объединять все вот эти вот стремления, все вот эти вот новые веяния, новые движения в этом направлении. И вот в этот момент, состоится образование вот этой организации «Матица сербска» 16 февраля 1826 года. В 1837 году она получает официальное разрешение на деятельность. И спустя 28 лет, в 1864 году, она переезжает уже в Новый Сад. Это уже ближе, это уже сербская территория. Предтечей создания организации было издание сборника «Сербские летописи». Новый Сад, он уже сербский, да, и поэтому это уже ближе, это уже естественнее, что и потом это 1864 год, уже на территории Сербии, которая получила автономию, необходимо, чтобы эта организация находилась здесь. И в 1864 году она переехала. И вернувшись в историю, мы с вами начали говорить сборник «Сербские летописи». Он создан был в конце 1824 году, издание печатное. Он, по примеру «Матицы сербской», был создан ряд других общественно-культурных, просветительских, славянских организаций на территории Австро-Венгерской империи. Именно Матица сербская сыграла очень большую роль в пробуждении сербского национального самосознания, выработала литературный сербский язык. И нужно сказать, что инициатором была одним из инициаторов Новисадского договора 1954 года о единстве сербско-хорватского языка явилась именно Матица сербская. Ну, нужно сказать, что немножко еще сходить в историю, что группа сербских общественных деятелей в Новом Саде с
стремилась объединить сербских патриотов, выступала с инициативой создания литературного журнала еще в Пеште и потом уже в Новом Саде. Сербские летописи появились в 1824 году. Доктор права, первый редактор, профессор Новосадской гимназии Георгий Магарашевич был первым издателем, местный книготорговец Константин Каулиция был первым издателем. И сербская православная церковь на самом деле сначала выступала с критикой журнала, однако журнал принял очень большую популярность. Он оказался нужным в этот момент, но финансов не было, и журнал вынужден был закрыться. Денег на его поддержание не было. Сербский литератор и юрист Йован Хаджич, его прозвище Милош Светич, его псевдоним, и 6 сербских торговцев во главе с Иосифом Миловоковым решили все-таки вот как-то продолжить это дело, не упускать, и вот создали эту организацию. Матица сербская была, я уже сказала, одним из инициаторов Новосадского договора. Это договор о единстве сербско-хорватского языка. В сентябре 1953 года в академическом журнале «Летопись Матицы сербской» была опубликована анкета «Вопросы сербско-хорватского литературного языка правописания». И в 1954 году прошло Новосадское совещание, после завершения которого договор был подписан. Матица сербская играла ведущую роль в выработке орфографии сербско-хорватского языка. Была завершена работа, опубликована в 1960 году. Был создан словарь сербского стандартного литературного языка в 6 томах. И в настоящий момент организация продолжает выпускать журнал «Летопись», который был возобновлен на протяжении существования Матицы сербской. Является одним из старейших постоянно издаваемых журналов. Кроме него издаются сборник «За дружество науки», сборник «За историю», другие журналы, различные специальные научные публикации. Еще в 1926 году была создана библиотека здесь, в 1826 году. Она стала публичной уже в 1838 году, и в ней сейчас насчитывается огромное количество книг, около 3 миллионов. Матица сербская – это очень большая общественная организация сегодня. Представительство есть в Черногории, представительство должно быть скоро открыто, уже идется об этом разговор в Вене, потому что очень большое количество сербов, большая сербская диаспора проживает там. Вручаются премии: Змаеву награды за поэзию в сербском языке, Бранкову награду, Пупинову награду, Стойковичеву награду за студенческие работы в разных областях, а также раз в 3 года премию Младен Лесковац за высшие достижения в истории литературы. Деятельность очень большая, ведется организация, регулируется она законом о Матице сербской. С вами Исток Инфо. Слушайте нас и дальше.